Змадэляваная жылая прастора з акцэнтам на небяспечныя зоны рызыкі для дзяцей. Гэта і ёсць мадэльны цэнтр. Тут медыкі не толькі наглядна паказваюць, на што патрэбна звяртаць увагу ў дамашніх умовах пры выхаванні дзіцяці, каб пазбегнуць сумных наступстваў. Як сведчыць статыстыка, толькі за першае паўгоддзе гэтага года зарэгістравана 10 307 выпадкаў траўматызму сярод дзяцей. В программу занятий входит демонстрация видеофильмов по профилактике травматизма, а также обучение родителей и тех лиц, которые воспитывают детей раннего возраста, навыкам безопасного ухода за детьми, учитывая их возрастные особенности. Также проводится консультирование по питанию детей, по уходу за ними. За 6 месяцев функционирования модельного центра тут прошли навучанне больше за 260 человек. Большая частка из них – это тяжарные женщины. Вообще это правильно, что делаются такие мероприятия, потому что как для нас, например, как девочек, девушек, кто первый раз рожает, это очень обучающе. Здесь мы можем узнать информации достаточно, может быть, которую мы в интернете не нашли, здесь узнали. Это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше. Это интересно, тут много чему учат. Я сама здесь первый раз, и поэтому я думаю, что это будет полезно для меня. А наколькі патрэбен у доме аўтаномны пажарны апавяшчальнік? На гэтае пытанне не толькі адказваюць на занятках у модельным цэнтры прадстаўнікі МНС. Зачастую именно безопасность, именно развитие ребенка зависит от того, что же вложили в них родители. То есть о чем они с ними разговаривают, как они предостерегают их об опасности, которые подстерегают их на каждом шагу. Родители рассказывают, что вот это горячо, это трогать не стоит. Заняткі ў мадэльным цэнтры праводзяцца штотыдзень у чацвер. Жадаючыя наведаць мерапрыемства могуць звярнуцца ў жаночую кансультацыю або Брэсцкі абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя для папярэдняга запісу. Анастасія Цукунт, Іграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».